В марте 2023 года исполнилось 60 лет Могойтовскому аграрно-промышленному техникуму. За все годы учебное заведение стало настоящей кузницей кадров для сельскохозяйственного производства Могойтовского района, Агинского округа и всего региона. Профессиональное училище с контингентом в 180 учащихся в год был создан в середине февраля 1963 года. Тут же следом в Читинском областном управлении профтехобразования подписывают приказ об организации СПТУ-4 в поселке Могойты, и первым директором назначают Дмитрия Архиповича Старовойтова. Готовили тогда механизаторов. Через 2 года училище переходит на двухгодичную подготовку кадров. С первых дней основания училища до самого выхода на заслуженный отдых трудились ветераны Великой Отечественной войны. Это Батацарин Шагдаров, Федор Муравьев, Екатерина Шестакова, Павел Старицын. В числе первых работников училища были Петр Алекминский, Галина Единархова, Сергей Шабагоров, Иван Лиханов. Они были первыми наставниками. Могойтовский аграрно-промышленный техникум имеет сегодня 2 базы, нижней и верхней, но в начале училище имело базу в западной части поселка Могойты. Где располагалось училище СПТУ номер 4 с двухгодичным сроком обучения. Но то, что было, сейчас ничего здесь не осталось. Примерно можно показать, что вот где трансформатор, там где учебный корпус двухэтажный был у нас. Контора была рядом. Далее столовая, пищеблок был с общежитием. Первый этаж столовая была, на 2-м этаже общежитие было. Напротив то же самое общежитие было, одноэтажное. Уже ничего нет. А здесь что, магазины были? Магазины, потом жилые дома были. Там, насколько я знаю, что Геннадий Добчинович жил, райтопсбытом командовал, где Бубеев работал директором. Потом директор школы вечерней, жила женщина, тут много. Ну, жилой массив был, и 2 магазина было. Через 4 года после основания училища директором назначают Василия Никифоровича Парыгина. Проработал он в этой должности до 1979 года и внес огромный вклад в строительство и развитие материально-технической базы училища. Василий Никифорович, он был требовательный, он был к себе требовательный, он был трудолюбивый. Он работал вообще, вот я не знаю, вот так он и здоровье-то, может быть, подорвал с этим строительством, новый комплекс расстроили, он там днями ночевал, вот честное слово. Принимали мы сами, все досконально. Вот выгребная яма, казалось бы, я ему говорил: Василий Никифорович, вы зачем туда? Нет, надо принять, а вдруг утечка будет, что кого. Он держится за бок, болели почки у него. В книге приказов отражено, что в этом же году в селах 3 районов Агинского округа были открыты филиалы училища по подготовке механизаторов. С 1972 года начинается подготовка по специальности шофер, профессионал 3-го класса, а через 3 года был первый набор на 3-месячные курсы тракторист К-700. Был сдан в эксплуатацию новый комплекс учебного заведения в заводском микрорайоне поселка Могойты. Комплекс включал в себя учебный корпус, 2 общежития, библиотеку, корпус сельскохозяйственных машин, мастерские, гараж, автодром, стадион, спортивную и городошную площадки, машинный двор, учебное хозяйство. В середине 70-х годов ПТУ-4 было преобразовано в среднее профессионально-техническое училище. Это был новый, хорошо оборудованный комплекс. А в 1979 году состоялся первый выпуск механизаторов широкого профиля со средним образованием в количестве 76 человек. Когда мы учились в училище СПТУ-24, раньше называлось, мы учились и работали. Парыгин Василий Никифорович был очень руководитель такой.
за всеми смотрел, везде успевал. Он даже, когда мы на практике работали, он выезжал, смотрел за нами. Мы участвовали, не только на тракторе мы работали, и на смотре художественной самодеятельности участвовали. В Чите участвовали, в Ангарск ездили, участвовали. Но в то время было очень хорошо учиться. В училище много ребят учились. И по колхозам дети учились. Обмундирование все он нам доставал. В общем, организатор очень хороший был, Парыкин Василий Никифорович. С 1979 по 1984 годы училищем руководили Владимир Циденов, Василий Дашарабданов, Чимицилин Цанданов, Бальжиним Абубеев. Каждый из них внес определенный вклад в дальнейшее развитие профессионально-технического образования. В эти же годы начали обучаться девушки профессии продавец непродовольственных товаров, а годом позже уже обучались девушки профессии продавец промышленных и продовольственных товаров. С 1984 года на протяжении 28 лет Могилевским ИСПТУ-23, а затем уже ПУ-23, руководит Сергей Васильевич Парыкин. Он продолжил дело, начатое отцом. Ему пришлось много трудиться для того, чтобы сохранить и развивать то, что создал его отец. По инициативе Сергея Васильевича создано учебное хозяйство, внедряются новые технологии обработки почвы, возделывания зерновых культур. Он способствовал открытию филиала училища в селе Соктаханги Лагинского района. Ему удалось сохранить, обновить и укрепить материальную техническую базу. А это 15 автомобилей, 13 тракторов, 48 компьютеров и учебное хозяйство, 163 гектара пашни, 80 голов КРС, 40 голов свиней, около 50 овец, лошадей. Были введены новые профессии – автомеханик, водитель категории Б и С, бухгалтер сельскохозяйственного производства, хозяйка усадьбы, оператор электронно-вычислительных машин, сварщик, повар-кондитер, парикмахер. В эти годы действовали 22 кабинета специального и общеобразовательного цикла, 5 лабораторий и мастерские. Со дня преобразования училища большой вклад в дело воспитания и подготовки кадров внесли заместитель директора по учебно-производственной работе Людмила Мерзлякова, завуч училища Зинаида Жамбалдаржиева, преподаватели Аюша Аяков, Ольга Аргокова, Любовь Куклина, Виталий Мерзляков, Валентина Шейрапова, мастера производственного обучения Николай Григорьев, Александр Грищенко, Баир Степанов, Бимба Ирчитуев, Владимир Нефедьев, Дашлим Хандажапов. Ну, во-первых, я хочу сказать, что работаю я здесь с 18 лет, окончила техникум и попала в хороший дружный коллектив. Меня окружили заботой и внимание, оказали достойное внимание и поддержку, особенно Павел Петрович Старицын, который меня обучал, как вести разработку уроков, как проводить уроки и многие другие. Была школа хорошая для меня. Сергею Парыгину за добросовестный и многолетний труд присвоены звания «Отличник профтехобразования России», почетный работник начального производственного обучения России, заслуженный работник образования Агинского Бурятского автономного округа, награжден почетными грамотами и благодарственными письмами руководства Забайкальского края и округа. В становлении и развитии профессионального образования в округе большую роль сыграла династия Парыгиных. Их жизненный опыт, мудрость и знания – это величайшее достояние, которое ценят в училище сегодня. В 2009 году Могилевское ПУ-23 был включен в национальный реестр как ведущее образовательное учреждение России. По праву техникум гордится героизмом и трудовой доблестью своих выпускников. Среди них известные женщины-трактористки Галина Ивановна Стафеева,
почетный учащийся СПТУ-23, заслуженный механизатор РСФСР, почетный гражданин Читинской области, делегат 26-го съезда КПСС, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Также гордятся выпускницей Жаргалжан Молдаржиевной Цибеновой. Она звеневая тракторной бригады колхоза «Победа», обладатель приза Паши Ангелиной, почетный гражданин Агинско-Бурятского автономного округа, депутат Верховного Совета РСФСР, делегат 27-го съезда КПСС и, наконец, механизатор колхоза имени Ленина, бригадир женской тракторной бригады села Зугалай, делегат 19-го съезда ВЛКСМ Татьяна Васильевна Цитинжапова. В ее активе награды ЦК ВЛКСМ «Золотой колос», почетная грамота Министерства сельского хозяйства России, медаль за строительство Байкало-Амурской магистрали. Среди выпускников есть защитники Отечества. Это Андрей Чехунов, участник Афганской войны, посмертно награжденный орденом Красной Звезды. Загдыдав Асамбуев и Анатолий Просянников, участники контртеррористической операции в Чечне, посмертно награжденные орденами мужества. В наши дни в специальной военной операции героически принимают участие 103 выпускника и студента. Среди них и студенты заочного отделения, а заочное обучение было открыто в 2006 году. И почти 600 специалистов среднего звена после заочного обучения работают в разных отраслях и производстве округа Забайкальского края России. В начале 90-х появились филиалы Восточно-Сибирского государственного университета и Бурятской сельскохозяйственной академии. Пополнение интеллектуального потенциала осуществлялось в нелегкие 90-е годы. В результате многократных хождений был подписан совместный договор ректората Восточно-Сибирского технологического института об открытии в Могойтуе факультета младших курсов Восточного Сибирского института. Филиал стал значительным явлением в жизни округа. В этом огромная заслуга окружной администрации в лице Баира Байсхалановича Жамсуева и Могойтыской районной администрации в лице Соктабаль Жинмаевича Мажиева. Затем, в соответствии с постановлением главы администрации Агинско-Бурятского автономного округа Баира Байсхалановича Жамсуева, в 2005 году был создан Агинский агротехнологический колледж. Основанием послужила потребность в специалистах сельского хозяйства среднего звена. Летом 2005 года создано государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Агинский агротехнологический колледж. В создание такого образовательного учреждения внесла свою лепту Зинаида Федоровна Санжемитапова. С сентября 2005 года директором была назначена кандидат биологических наук Байырма Дмитриевна Мункуева. При ней рабочие программы прошли экспертизу в Забайкальском аграрном институте и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Был произведен набор студентов по специальностям агрономия, зоотехния, ветеринария, механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, экономика и бухгалтерский учет, программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. По некоторым из этих специальностей в 2006 году было открыто заочное обучение. К преподаванию специальных дисциплин привлекались высококвалифицированные специалисты, производственники. Это заслуженный зоотехник России и кандидат сельскохозяйственных наук Падмажап Цыбиков, заслуженный ветеринарный врач России и кандидат ветеринарных наук Виктор Мансонов, заслуженный экономист Агинского округа и кандидат экономических наук Цириндаржи Дамдинов, кандидат сельскохозяйственных наук Цирин Батасанжаев, кандидаты экономических наук Баир Шейрабон и Добчин Батоев, кандидат биологических наук Дулма Аюрова, заслуженный учитель России Батон Аржилов. Большое внимание уделялось повышению квалификации преподавателей и сотрудников. Каждое поколение чем-то отличается особенным. И это нам приходилось учитывать. И поэтому мы старались всех студентов привлечь, увлечь, найти должное внимание им,
оказать заботу и тепло. И поэтому у нас все удачно получалось. Департаментом имущества администрации Агинского округа образовательному учреждению в оперативное управление переданы здания с котельной, учебные корпуса 1, 3, 4, здание общежития, гараж, склад, служебная жилая квартира. Было начато строительство благоустроенных общежитий, которые сегодня в полном масштабе функционируют. С начала открытия колледжа основное внимание уделялось созданию материально-технической базы, отвечающей современным требованиям. За 2 года созданы лаборатории по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Электротехника, тракторы и автомобили, ветеринария, геодезия с основами картографии, материаловедение, химия, охрана труда, почвоведение, архитектура ЭВМ. Около 10 лет назад в результате реорганизации в форме слияния Могойтовского агротехнологического колледжа и профессионального училища номер 23 было создано двухуровневое образовательное учреждение Могойтовский аграрно-промышленный техникум. С лета 2016 года техникум возглавила Будаханда Гамбиржамсоевна Барадишириева. Под ее руководством активно внедрялись инновационные технологии в учебно-образовательном процессе. С 20 апреля 2018 года на должность директора вступил Аюр Баирович Дугаржапов. Сегодня Могойтовский аграрно-промышленный техникум – это современное, профессиональное, образовательное учреждение, имеющее не только квалифицированные педагогические кадры, но и великолепную материально-техническую базу, соответствующую требованиям сегодняшнего дня. Готовят специалистов по 5 специальностям: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, электротехнические системы в агропромышленном комплексе. Оборудование можно сделать. Здесь, на этом стенде, можно светильничево, как вы видите, да? Ветеринария, где студенты уже проводят небольшие операции на животных. Также исследуют и проводят настоящий анализ некоторых продуктов сельского хозяйства. Сейчас мы будем смотреть молоко на чистоту, то есть мы проверим, есть ли в нем механические примеси или нет, и какова у него группа чистоты. Прежде чем мы начнем делать эту манипуляцию, мы сначала должны проверить, сколько температура молока. Взяв прибор, мы смотрим температуру, соответствует ли она комнатной. После того, как мы проверили, соответствует ли, мы отлаживаем прибор и смотрим на чистоту. Это специальный фильтр, ОЧМ называется, качество очистки молока. И у нас тут стоит ватный диск специальный, на котором мы будем смотреть механические примеси. Мы ставим диск, и после чего мы наливаем молоко, чтобы оно процедилось сквозь диск и оставило все примеси, грязь, волосы на этом диске, чтобы мы посмотрели, какое молоко, какая у него группа чистоты. 1, 2 или 3. Первая группа – это когда от 1 до 3 частиц. Это первая. 2 – это когда среднее количество, а 3 – это когда в нем уже и грязь, волосы. Все микроскопы смотрим на объектив, на малом увеличении. Сейчас мы смотрим микроорганизмы, которые вырастили на среде при помощи продуктов. Я студент, учусь уже 3-й год, и за этих 3 года я узнала очень много всего нового. Я узнала то, чего раньше даже и представить не могла. Ветеринария подарила мне много знаний, каких-то новых эмоций, ощущений. Я раньше и не думала, что смогу стать специалистом ветеринарным. И всему я благодарна нашим учителям, которые вложились в нас, подарили свои знания и сделали нас теми, кем мы являемся сейчас. Все наши знания благодаря им. Особую благодарность хочу выразить Цариторову Даваду Мрыловичу,
нашему самому любимому не куратору, а мастеру, который просто всему нас обучил по ветеринарии. Мы его очень сильно любим. И они очень благодарны своим учителям. Далее экономика и бухгалтерский учет, сетевое и системное администрирование, оператор информационных систем и ресурсов, мастер сельскохозяйственного производства, повар, кондитер и сварщик. В данный момент наши студенты отрабатывают навыки работы с тестом, именно из теста и калачики. Наши студенты с удовольствием посещают занятия. Здесь находится соковыжималка, которая выжимает сок из фруктов. Здесь у нас самое дорогое оборудование, называется термомикс, где мы можем Техникум готовить оснащен новейшей современной техникой благодаря средствам выигранного в 2019 году гранта и плана социального развития Центров экономического роста. В общей сложности привлечено 64 миллиона рублей. В 2022 году техникум стал победителем регионального конкурса грантов Министерства сельского хозяйства для научных и образовательных организаций. На средства гранта приобретен современный посевной комплекс, что позволит увеличить посевную площадь, повысить урожайность овса и твердых сортов пшеницы в учебно-производственном хозяйстве, а главное – позволит расширить базу учебной и производственной практики. Коллектив и руководство техникума делает все возможное для дальнейшего развития учебного заведения. Хорошая материальная база, сотрудничество с потенциальными работодателями и социальными партнерами позволяют решать возникающие проблемы не только в техникуме, но и в социальном окружении, повышает качество образования и перспективы развития. Одна из перспектив – это технология выращивания растений без использования почвы, с применением специального питательного раствора для их подкормки. Технология известна под названием гидропоника, позволяет выращивать практически любые растения для домашнего садоводства. Это сити-фермерство. Для ее развития закуплены гидропонные установки, а это уже технология будущего. Сегодня Могойский аграрно-промышленный техникум – это современное образовательное учреждение с современным оборудованием, современными мастерскими. Педагогический коллектив сегодня работает ногу со временем и продолжаем славные традиции профтехобразования нашего Могойского района, Агинского Бурятского округа, опираясь на опыт нашего старшего поколения, наших учителей. И в преддверии 60-летия разрешите ветеранов педагогического труда, педагогический состав, мастеров производственного обучения, работников и студентов поздравить с юбилеем и пожелать успехов, творческих успехов, семейного благополучия и здоровья. Уважаемый, уютный, добрый наш коллектив, разрешите вас поздравить с нашим юбилеем и пожелать вам крепкого здоровья, процветания, семейного благополучия и профессионального роста. Я поздравляю с юбилеем, желаю всем студентам хорошо учиться и осваивать профессию механизатора.
Уважаемые дорогие преподаватели, работники техникума, дорогие студенты, поздравляем этим замечательным праздником. Пожелаем вам творческих успехов, новых свершений, новых побед, ярких событий. Ну и, конечно, чтобы вера, надежда и любовь была рядом. Мы поздравляем с юбилеем наш техникум. Благополучия и счастья. Бесконечного рвения к успеху. Высоких достижений. Светлого будущего. Радостной атмосферы. Желаем радостных улыбок. Успехов и больших достижений. А нашим педагогам светлых и добрых студентов. С юбилеем!